За неделю в Сыктывдинском районе количество заболевших коронавирусом выросло в 5 раз на карантин. Закрыты крупные школы, 2 в Выльгарте, Зеленце и Пажге. Только в администрации района 3 сотрудников на больничном листе. При этом 87% жителей вакцинировано. Об этом рассказала руководитель района Любовь Доронина в программе «Личный прием» на нашем телеканале. Ремонт дорог, строительство социальных учреждений и работа движения «Серебряные волонтеры». Вопросы от жителей поступили на самые разные темы. Какие были ответы, знает Ольга Коняева. У нас частично отключают электроэнергию. За этот месяц больше 10 раз. И отключают днем и ночью, когда хотят, тогда могут выключить. Аварийная обстановка. Жители Сыктывдинского района в прямом эфире пожаловались на частые отключения электроэнергии. Ситуация известна. Договор с энергетиками – согласовывать все планы для учета жалоб граждан. Но главный вопрос – содержание и ремонт дорог. Дорожный фонд района всего 38 миллионов. Этого катастрофически мало. В этом году в приоритете дорога в селе Иб. Какие еще участки нужно латать срочно, определит ГИБДД. Обследование пройдет весной. 80% дорог в ненормативном состоянии. И большая часть – это школьные маршруты. Я вообще считаю, что, по сути, единственным таким выходом из создавшейся ситуации вообще является то поручение главы о передаче школьных маршрутов из муниципальной собственности в республиканскую. Дорога Слутка-Шиладар – это школьный маршрут. Точно так же, как и дорога Зеленец-Парчик. Мы сейчас работаем с профильным министерством, готовим пакет документов. Но я думаю, что это свершится не раньше 2023 года, потому что 170 километров из 217 у нас это школьные маршруты. С проблемами снова обратились жители местечка 13-й километр села Выльгарт. Нет опознавательных знаков, нет освещения, не заходят автобусы. Люди даже видеообращения к властям уже писали. Чтобы успеть на работу, они идут пешком в темноте по федеральной трассе. Иду пешком с 13-го километра, Сыктывдинский район, село Выльгарт. Вот, дошла до поворота нигде нет света. Управтодор Прикамья в этом году проведет проектные работы по обустройству освещения и тротуаров до поворота на 13-й километр. Вопрос с дорожными знаками решается. Продлить межмуниципальные маршруты – это долго и дорого, отмечает Любовь Доронина. Но можно изменить расписание. Предложения жителей ждут в администрации. Проще создать местное такси за счет программы «Народный бюджет». Любовь Доронина даже предложила найти индивидуального предпринимателя, который этим займется. Эта тема не требует ни уширения дорожного полотна, ни установки остановочных комплексов. Должен быть индивидуальный предприниматель, которому за счет средств регионального бюджета и местного бюджета будет выделено 80% от стоимости этого автомобиля. В Зеленце пока не появится новая котельная. Нынешняя убыточна, в предаварийном состоянии. Но за счет какой программы строить объект, так и не решили. Хотя есть земельный участок, примерная смета. А вот долгострой в Пажге, многострадальный социокультурный центр, завершат по новым данным в 2023 году. Внесены изменения в проект, финансирование предусмотрено. С начала строительства прошло 8 лет. В селе Лозым в ближайшие годы появится новый дом культуры, а в Зеленце – врачебная амбулатория. Учреждение будет располагаться в здании бывшего торгового центра. Сейчас идет оценка технического состояния. Будет проведена перепланировка помещений, укомплектование его современным медицинским оборудованием. Ну и, естественно, уже сегодня наша центральная районная больница работает и над вопросом кадров. Буквально перед эфиром личного приема в группе Юргана ВКонтакте посыпались вопросы от серебряных волонтеров. Движение 2 года активно работало в районе. Акции, субботники, праздники, помощь пожилым, ветеранам войны, инвалидам. Но председатель неожиданно сложила полномочия. Продолжить дело некому. Активисты бьют тревогу. Нужно больше поддерживать движение. Проектами писали мы, не проходят проекты. Спонсоров мы не привлекли, поэтому я беру самоотвод в плане того, что на мое место придет более дельный человек, который сможет и проект написать, и спонсора подтянуть. Вот только поэтому.
А так работа у нас была какая? Мы и спортивные волонтеры были, мы и православные, мы и социальные, и по медицине мы помогали. Серебряные волонтеры очень помогают и нужны району, подчеркнула Любовь Доронина. Обнадежила по вопросу с помещением. Волонтерам нужно место для постоянных встреч, а не только для разовых акций. Ольга Коняева, телеканал Юрган.